Мне вот иногда спрашивают, вот, что такое казачество. Из кармана вынимали деньги и говорят: бери, сколько тебе надо. Почему люди потеряли эти ценности? Мы должны у них учиться, взять пример. Вот, доктор Басан, что такое казачество? Мы другой душой. Мы другой душой. Я объявляю лауреат всероссийских и международных конкурсов гвардейский казачий народный ансамбль «Раздолица» общественной организации «Казачий культурный центр», руководитель гвардии войсковой старшина Алексей Антошин. Первый из найденных архивов, значит, казачества был атаманом Сары Азманов. Казачество – это община, это большая семья. Бабков Валерий Константинович, генерал-полковник казачьих войск, атаман Приволжского казачьего округа Великое войско Донское, атаман станичного казачьего общества Атаманская станица Николаевская, атаман общественной организации Казачий культурный центр Чувашской республики, герой Советского Союза и обладатель высших государственных наград: ордена Ленина, ордена за личное мужество, дружбы народов, медаль Жукова, медали защитнику свободной России, 70-летию вооруженным силам, медаль ветеран труда и другие. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Мастер золотые руки», член Союза художников СССР, заслуженный художник Чувашской республики, почетный гражданин городов Чебоксары и Алатырь, почетный казак Всевеликого войска Донского. У нас поначалу создалось станичное казачье общество Атаманской станицы Николаевская. И для того, чтобы поддержать жизнь этой станицы, был создан Казачий культурный центр. В нем мы подбирали людей, которые могли бы на сцене исполнить песни, танцы казачьего народа. Люди приходили разной нации, но православные. Но после того, когда они принимали присягу на Евангелие на кресту, они становились казаками. Притом, сохраняя и не забывая уклад своих предков. Подбирали даже со стороны студентов. Вот я ездил в педуниверситет, подбирал и по голосу, и тому прочее. И вот когда даже студентки к нам пришли, они и по сей день закончили с отличием. Вот, и имеют звание лауреата международного фестиваля, лауреата всероссийского фестиваля.
приняли присягу на Евангелие на кресту, вышли замуж, растят своих сыновей и поют и танцуют на сцене, меняя периодически свой репертуар. Казаки – это народ уже, такой же народ, как чуваши, такой же народ, как мордва и так далее. И мы развиваем свои культурные традиции. У нас есть очень много творческих ансамблей. Это гвардейский, народный, казачий ансамбль «Раздолица». Единственный гвардейский. Дальше у нас есть и танцевальный ансамбль «Станица», и кадетский ансамбль «Казачата». У нас есть хуторянка, фольклорный ансамбль. У нас есть «Зоришка», ансамбль, который располагается в поселке Вурнары. То есть мы пропагандируем казачью культуру, казачьи через песни, через танцы и через казачий народный костюм. Занимаемся хореографией, поскольку у нас два ансамбля, ансамбль казачьей песни «Раздолица» и танцевальный ансамбль «Станица», мы делаем совместные номера вокально-хореографические. Очень много и тем, и много очень сюжетов, которые я использую в танцах. Это именно все взято из народа, из истории. Когда к нам обращаются дома-интернаты, дома престарелых, мы бесплатно даем им концерты. Вот 2 года подряд давали в кадетском корпусе детям. И не просто даем им концерты, а какие-то подарки с епархией. Казачий хор, который организован по его личной инициативе, выступает по всей республике, по всей стране. Город мой влюбленный, на пути деться зеленые. Воспитывает молодежи любовь к великой культуре, формирует уважение к людям труда, формирует любовь к своей родине. Выступление художественной самодеятельности казачьего хора перед ветеранами войны и труда, перед школьниками, перед молодежью всегда оставляет неизгладимые впечатления. Возвышает дух. Это день дружбы. Это день понимания, это день добра и гордости за страну и таких людей, как наш атаман. Часто я смотрю их концерты. Это замечательные, эмоциональные, прекрасные концерты. У них ансамбли прекрасные, песни, танцы, пляски. Очень добрые люди. Кокарева Наталья Владимировна в 2020 году получила благодарность и часы от главы Чувашской республики.
Также благодарность и часы от главы Чувашской Республики вручаются Антошину Алексею Владимировичу. Проводя концерты, вкратце говорим, кто такие казаки. И встречаемся с людьми, значит, и разговариваем об истории казачества. Поэтому история казачества заключается не об организации каких-то структур охранных предприятий, не показуха, что там конница впереди всей. У нас в каждом селе, в русском, чувашском, мордовском, татарском есть кони и есть наездники. Это не главное в казачестве, а главное то, чтобы люди подобрались, были православными верующими, чтобы жили по 10 заповедям. Десять заповедей. Когда люди будут исполнять эти 10, он не обидит свою жену, не обидит своих детей, он их не бросит. И для него залог – это семья. И в казачестве приходят семьями, дети. Вот у нас сейчас на примере в субботу мы будем утверждать, я уже приказ подписал, совхоз с Луганска приехали. Мы еще не вошли в казачество, мы кандидаты в казаки. И потихоньку возрождаем традиции казачества и народа. Значит, сам он с Украины, а жена отсюда, из Чувашии. И мы их принимаем. Его, жену и 4 детей. Один в армии старший, а другой учится. Но приедут, они уступят. Вот семьями. Я в казачество давно стремилась, потому что эти ценности, которые в казачестве пропагандируются, они для меня очень важны. Мне очень нравится, когда казачество на первое место ставит семью. Семья как основная социально-экономическая ячейка нашего общества. Все доброе начинается с семьи и распространяется в шире и вглубь по всей стране. И когда вот эти семьи, неважно, 20, 30, 50 семей, значит, 100 организуется, вот тогда они на кругу и примут решение, чем им заниматься. Землей возьмут землю государства, будут выращивать, значит, откроет какое-то предприятие свое, значит, откроет, но будут работать не только на себя и на свою святую станицу. Станица – большое казачье селение, община, живущая в городах, часто расположенная по берегам рек. Нам, как многодетной семье, дали земельный участок 10 соток. Мы там сажаем и сад, и огород, чтобы дети формировались в любви, труде, чтобы знали, как хлеб добывается. Я тоже закончила институт имени Яковлева, наш педагогический. И тема моей выпускной квалификационной работы – патриотическое воспитание школьников. Настолько это для меня важная тема всю жизнь.
Невозможно воспитать детей без духовного, нравственного воспитания, без патриотического воспитания. Это никак. Вот с чего надо начинать возрождение казачества. С духа, духовно-патриотическое воспитание людей. Валерий Константинович человек удивительный. Такое ощущение было, что я в семью попала, в родную, теплую, любящую. Столько заботы, столько внимания. Такие и добрые, и строгие глаза. И всех своих казаков он как детей действительно наставляет, направляет и заботится о них. Валерия Константиновича Бабкова я знаю давно. Он не просто словами является патриотом, а является истинным, настоящим патриотом и Чувашской Республики, и Великой России. На примере таких лидеров, личностей формируется аура воспитательной работы для молодежи. И когда такой лидер является руководителем Казачьего культурного центра Чувашской Республики, это нас вдохновляет, нас возвышает. На его примере мы стараемся лучше работать, больше делать для народа. Когда вышел указ президента Ельцина о реестровом казачестве, многие родовые казаки отошли от этого, от казачества, ну, такого. И поплыли офицеры запаса, офицеры МВД, никакого отношения не имеющие к казачеству, поплыли организовывать вот эти казачьи, ну, подразделения в этом. Реестр в России, его вообще не было никогда. В чем казаки были против? Потому что когда была Ливонская война, и когда Баторий пошел, Великий Новгород, Псков и другие впереди шли, вот это реестровое казачество, они сразу голову сложили, о них было забыто. А в том же Пскове Черкашинин Михаил, атаман Донской, со своими казаками защищали до последнего и сам себя в башне взорвал вместе с поляками. Поэтому не восприняли родовые казаки реестр и не воспримут никогда. Мир глазами художника Бабкова Валерия Константиновича. Вот. Это памятник совместно с Исаковым, заслуженным художником. Это тоже живопись или фотография? Нет, это скульптура. Это стоит у нас. Это ваша? Да. А без скульптур тоже? Я и скульптурой занимаюсь, значит... Это где стоит у вас? Около... У отца Василия. Отца Василия. Это... Значит, ваша работа получается? Да, вместе с Исаковым вдвоем мы выполняли. В 2016 году памятник святым Петру и Февронии Муромским, состоящий из бронзы и гранита, открыли во Всероссийский день семьи, любви и верности в Чебоксарах. Руководитель региона выразил слова благодарности скульптору, заслуженному художнику России Сергею Исакову и соавтору памятника, заслуженному художнику Чувашской Республики Валерию Бабкову за создание скульптурной композиции и безвозмездную работу над ней.
когда я был в Австралии и встретился, один станичник очень хотел переговорить и боялся подойти, но тогда я как бы руководитель российского комитета был по делам инвалидов и стоял в Совете по делам инвалидов президента Российской Федерации. Люди боялись. И когда он подошел ко мне, мы с ним поговорили, и он на следующий день меня пригласил, и я к нему приехал, я поразился. Он, жена, 3 детей. Знает в совершенстве чувашский язык. Я говорю, каким образом? Дочки показали, как они вышивают. И нашим бы надо поучиться, как они вышивают по старым традициям. Паренек показал резьбу классную, значит, все это. Вот как они хранят свою историю. Хотя веками находятся в казачестве. Исключительно преданный, исключительно порядочный, но в то же время исключительно скромный человек Валерий Константинович. Мы преклоняемся перед ним. Мы от всей души, от всего сердца ему говорим большое человеческое спасибо за ту огромную общественную работу, которую он выполняет бесплатно, по воле своей души, своего сердца, и украшает работу в целом Ассамблеи народа Чувашской Республики. В детстве жил по традициям казачества, потом уехал в консерваторию, потом после распределения в Чебоксарах. И я узнал, что в Чебоксарах у нас тоже есть станица Николаевская. Возглавляет ее генерал-полковник, Герой Советского Союза, кстати, заслуженный художник Чувашской Республики Бабков Валерий Константинович. Кстати, он единственный здесь в Чебоксарах награжден золотой медалью Академии искусств России, а также медалью Грекова. Он единственный, кто из художников написал в Чернобыле, на 4-м этом энергоблоке, который была страшная катастрофа. И он там находился среди ликвидаторов, потерял там здоровье, но написал много хороших картин. Вот эта одежда на нас была. Это вот я бегу сам себя. Я как раз задание выхожу. Ни одна техника мировая не понадобилась. Встала, заклинила на крыше. И единственное, кто нам был помощником, это белорусский трактор. Сделали ему вот это, чтобы он собирал. И вот он нам помогал. Но в нем находился биоробот-смертник. Вот от свинцом все закрыто, кабина. Это Государственная комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, что я включен в рабочую группу по подготовке закона о Чернобыльской катастрофе. Вот я как раз принимал участие. Вот разрушенный реактор. Вот я выходил и набросками вот это делал. Это в Москве находится работа маленькая, эскиз, а большая работа у нас, значит. Это Припять. Это памятник вот в 86 году принятый. Вот речка Припять. Видите, все обожженное. Весь лес красный, сожженный, уничтоженный.
Картины прошли дезактивацию, и в музее была его юбилейная выставка, где более 250 было представлено работ. И на каждой работе стоит штамп «Дезактивировано», чтобы люди не боялись как бы получить дозу радиации. Вот он, разрушенный реактор. Его нигде не показывали. Можешь отдельно взять, где-то положить и заснять. Когда нам говорили о радиационной обстановке, говорили, что все окей, все нормально, ну что же нормального-то? Вот она, вот они, загрязненные все территории. Пресловутая правда, о которой есть. Здесь и цезий, и стронций, и как можно дальше людям продолжать жить. Сколько он отдал сил и здоровья, когда произошла большая трагедия в Чернобыле. Он активный участник этих событий. Он защитил здоровье тысяч людей, спас от смерти многих и многих людей. Но при этом отдавал свое здоровье без остатка. Вот я в этом городе, Припяти, прожил почти 6 месяцев. Рисую в управлении дозиметрического контроля мне. В каком году? Выделили. Это было в 89 году. Он художник высокого полета, высокого уровня. Он патриот истинный, настоящий. Он человек преданный своей республике, своей родине. О Чернобыле целые сутки шел телемарафон по каналам, но телевизионным. И мне перечисляли со всего мира деньги. Показывали мои ожоги, ну, лучевые. Значит, где я там был, ну, раз 5 за сутки показали. И с космонавтами были. Так вот, 1 700 000, которые пришли на меня, я не забрал, а отдал Минздраву Чувашской Республики на строительство второй республиканской больницы. И там 24 койки места добавочных пристроилось. Переход, кухня и гараж. Все это было. И когда ко мне подходили журналисты и разные с галереи работники, и вот так из кармана вынимали деньги и говорят: бери, сколько тебе надо, только продай нам чернобыльскую работу. Я им сказал: я вам ни одной работы не продам. Давайте заключим договор. Я не буду брать ни одной копейки. Вы будете организовывать мои выставки, а сотни и сотни детей с России, Беларуси и Украины поедут на лечение, и вы их будете спасать. И вот они ездили на Аляску, дважды в Австралию, в Италию, в Испанию, во Францию, в Швецию. Сотни тысяч долларов заработанных, и я мог бы пальцы веером ходить. И я не сожалею об этом. Я рад, что тысячи детей оздоровились. Сейчас вот редко, раньше чаще, когда приходила дядя Валера, я вышла замуж и родила здорового ребенка. Вот это казачья душа. Ее за один год не воспитаешь. Ее надо десятилетиями воспитывать для того, чтобы вот тех, которые мы воспитаем, чтобы они своим детям привили вот это. Вот это и будет настоящее казачество. Много раз мне довелось слышать неприятные речи: зачем вы
так много детей рожаете, нищету плодите. И даже от родственников такое приходилось слышать, тем более, что вот, говорю, жилищный вопрос, как у многих, у нас не решен, что жить-то негде, по сути говоря. Вы даете самый яркий пример в защиту семьи, в защиту народа, в защиту страны, в защиту Родины. Я призываю всех матерей, Чувашия и Россия, взять с вас пример. Вы правы. Я тоже также считаю, что это самое большое богатство. Поэтому, честно скажу, когда вот мне задают такие вопросы, почему я рожаю детей, несмотря на такие скромные условия, мне хочется сказать, как же так произошло, почему люди потеряли эти ценности, когда после войны из руин поднимали государства, отстраивали города, люди не боялись рожать, жили, земляные полы были, работали за трудодни, но не осмеливались детей убивать. И тема аборта вообще никак была настолько закрыто, это было преступление против нации, против народа. Ну и как же можно духовно воспитывать детей, если не прививать им любви друг к другу, к родителям, к Господу, Творцу нашему? Я считаю, если Бог дает детей, то это благословение. Жизнь – это труд, конечно. Семья – это тоже труд. Воспитание детей – это тоже труд. Но когда дети добиваются успеха, находят себя, свое место в жизни, это такая великая радость. У меня только вот, как у атамана одно, вот идут казаки в форме, о, казак идет, с гордостью было сказано, не ряженый, а казак идет. Ангелина, вот моя вторая младшая дочь, она учится в кадетском корпусе, учится очень хорошо, спортивная, целеустремленная, активная, занимает призовые места. В 1994 году я чисто случайно, получилось так, встретился с Папой Римским, находясь с выставкой в Италии. И когда я поехал в Помпей, и в Помпее находился на дней 10-12 я, и написал серию работ, и вывесил «Вулкан Везувий», буквально через несколько дней пришел представитель, я жил на вилле Абамелик, это рядом с Ватиканом, недалеко буквально. И мне звонит, говорит: Валерий Константинович, к вам кардинал подошел и просит вот. Я говорю: ну пропустите. Значит, он пришел и спрашивает: вот я был на выставке, прошу извинения, сфотографировал вот вашу работу, и вот одному влиятельному человеку понравилась ваша работа. Сколько вы ее оцените? Мы вам заплатим. Ну, я так с юмором. Мы же казаки всегда с юмором. Я говорю: любую сумму. Да. Я говорю: и $1 000 000.
но если вам надо, заплачем. Я говорю, да, интересно. А кто это за человек? Павел Иоанн II. Так я говорю, вот передайте Павлу Иоанну II, что я ему дарю бесплатно. Мы, россияне, не такие люди. Буквально на следующий день он прибегает ко мне, меня не было, он дважды прибегал, потом вечером прибежал, нашел. Валерий Константинович, вот завтра или послезавтра инаугурация у вас намечается. Вот. Я говорю, ну да, но ее надо, давайте мы ее оформим. Они там позолоченные рамы оформили, я там свою работу не узнал. Вот, значит, стали. Но дело не в этом. Мы пришли с послом, посла не пустили. Оставили в приемной. Переводчик, который со мной, тоже не пустили, у нас, говорит, свой есть. Вот. И мы встретились. У меня фотографии есть с Павлом Иоанном II, значит, нас фотографировали. Но что удивительно, я хочу сказать, и прежде всего вот для Виктора, когда он мне взамен вынес подарок на серебряной цепочке крест, ну, католический, с бриллиантом, в коробке, ну, в такой. Я посмотрел и говорю, ваше Высокопреосвященство, не обижайтесь. На мне крест есть. И показал ему православный. Вот мой крест. И я его никогда не сниму. И одел я его в 1986 году, когда был на реакторе в Чернобыле, и сказал, Господи помилуй, останусь жив, никогда не сниму. А цепочку на память у вас возьму. Там кардинал, который переводил, это бриллиант же, это тому прочее. Я же не за деньгами пришел. Вот. И эта цепочка хранится у меня. Павел Иоанн II в шоке был. Как так? Вы нарисовали не вулкан Везувий, а сердце Италии. Папа Римский Иоанн Павел II. А потом, спустя полгода, меня 31 июля, в день моего рождения, приглашает в МИД России. Думаю, что случилось? Но я подарил официальные документы, все, ничего. Оказывается, прибыла с Италии личная медаль Павла Иоанна II. Вот у единственного у меня в России эта медаль находится, которую мне вручили в день моего рождения в МИДе России. Вот, доктор Басам, что такое казачество? Мы другой душой и пытаемся эту душу привить людям. Валерий Константинович, герой Советского Союза, уважаемый лицо, наш коллега, который с нами в Доме дружбы проводит, постоянно участвует и принимает участие на разных мероприятиях в поддержке дружбы между народами. Я очень рад, что мы дружим с Казахский культурный центр. Мне вот иногда спрашивают, ну вот, что такое казачество? Вот, одним словом, что ты можешь сказать? Ну, вот у меня как-то в голове созрело только одно, что это человек-патриот своей родины, своего дома, своего города, вот, который должен не просто защищать, он должен знать историю своей страны. Вот. А казаки, они очень хорошо знают историю свою. Основа казачьей культуры – это православие. И, естественно, 10 заповедей православных. Уважение традиций, семьи, детей, народа в целом. Также привлекает то, что казаки очень чтили людей старшего поколения, уважительно относились к гостям.
уважительно относились к женщинам, к матерям, сестрам, женам. То есть все мы это используем и в наших номерах, в наших танцевальных картинках. Казачество – это, во-первых, очень крепкая, дружная, почти семья. Потому что казаки друг друга поддерживают всегда. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Шапка по кругу, то есть кто чем может, тот помогает. В казачестве я нашла и духовное воспитание, и нравственное, и дисциплина, и патриотическое. У казаков довольно-таки длительный испытательный срок, поэтому мы считаемся на данный момент кандидатами. Очень, конечно, надеемся, что нам все-таки дадут жилье, которое уже нам давно обещают. 13 лет стоим в очереди на улучшение жилищных условий, 3 года в очереди под номером 1 мы. Всем находятся награды. Может быть, и наша награда нас найдет. Очень благодарен судьбой, что мы сегодня оказались здесь у вас и послушали вас. Поэтому не просто так, да, все будет хорошо. Да, все будет хорошо. Режиссер это молодой, но очень опытный и очень такой корректный. Он может, как его, потому у тебя огромная работа. Ты огромную работу проводишь. Спасибо тебе за это. Вот сейчас как раз мы с Виктором разговариваем. Вот да, хорошо. Лев Пантельманович, все в руках Божьих. Да, все в руках Божьих, да. Дай Бог тогда, давай тогда, желаю самого доброго, давай. Да. Спасибо, дорогой Валерий Константинович. Спасибо всем членам культурного казачьего центра нашей республики, всем активистам, всем участникам. Они выполняют огромную культурно-воспитательную, духовно-нравственную работу. Мы должны у них учиться, взять пример и продолжать распространять этот положительный опыт по всем селам и городам, по всем деревням, районам нашей республики, да и по всей России.